До вершины в одиночку не дойдешь ведь. И в этом случае тоже так же. Но я думаю, что все врачи пойдут до конца. Уже устали все, но еще двигаемся вперед. Меня зовут Искандер, мне 23 года. Я работаю медбратом, я фанат своей профессии. Остаться фанатом своей профессии спустя 19 месяцев адского труда в инфекционном госпитале – это настоящий подвиг. Наш почти невидимый для большинства пациентов герой – фанат не на словах, а на деле. Лучшие годы своей жизни он отдает этой больнице – 7-й Казанской горбольнице. Каждый месяц он проводит в красной зоне госпиталя 16 полных суток. Его дежурства длятся каждое по 16 часов. Ему лишь 23 года. Он лишь медбрат. Пока. Но мысли свои он добыл потом и кровью, абсолютной, тотальной отдачей своему делу. И никто не скажет, что видел и знает больше него. Городская клиническая больница номер 7, она была для меня номером 1. Вот, например, есть список Forbes, где всякие богачи мира, что-то еще. Например, у меня тоже есть такой, например, РКБ, ДРКБ, МКДЦ. А для меня уже городская клиническая больница номер 7 стала на первом месте. Я очень люблю свою работу, отдаюсь на 100%. Для меня работа – это уж святое место. Я туда прихожу, о всем забываю, всегда ищу что-то новое, развиваюсь. День на день вообще не повторяется. Бывают такие дни, когда ты вообще уж никакой. Ковид уже сколько идет, просто до сих пор еще люди не поняли, что все так серьезно, а не просто так. Вот этот момент просто удивляет. Апа, инсулин ясымырамы сізге? Инсулин, Ахмедьяновма? Қолыңызға инсулин ясым. До сих пор даже молодежь просто не понимает всю серьезность ковида. А уж из моего окружения просто скажу, зачем ты прививаешься или что-то еще, это чипирует или что-то еще. Такие мнения, они с медицинской точки зрения вообще по этому поводу, как сказать, на нуле. Они просто не знают, они просто не видят, они не были у нас в реанимации, они не знают, как человек с 50-70 с поражением легких борется. Что мы на максимум, все, что у нас в руках, мы все на максимум делаем, все, чтобы сделать лучше. Но, к сожалению, увы. Сейчас не поддается даже в некоторых случаях вирус лечению. Он более сильный протекает. Кто-то лежал, вот раньше были недели-две, а сейчас по месяцам, по 2. И все на кислороде. Здрасте, как у вас дела, дамы и господа? Наверное, вы меня уже узнали. Как себя чувствуете? Все нормально, все устраивает ли, нет ли каких жалоб или что-то еще? 36,6, операция 98, 36,6, 96. Во всех больницах по всему Татарстану, по всему миру, можно сказать, переполнены больницы, например. Все, поток идет и идет. И ковид каждый раз просто молодеет. Раньше были, например, просто бабушки и дедушки, а сейчас, например, просто я могу даже увидеть, например, под кислородом своего ровесника, 23-24-летнего пацана или девушку. А не говорю уж про, например, про тяжелых или каких-то случаях. До сих пор люди не верят, что есть ковид. Подвозил по дороге одного пацана, 25-летнего. Я говорю, вот я работаю так-то, так-то. А что, ковид он есть он? Ковид есть 2 года. Он мне вот так утверждает. Просто люди не понимают. Или они вышли из леса. Я люблю уж минимализм, кофе. Кухонной гарнитуры, к сожалению, пока нет. Нету времени готовить или что-то еще пока один. Вот поэтому уж, это уж, как уж я шучу, это принесет мне жена. Слишком много пока чужих жизней и нет времени на свою. Поэтому его дом скорее приют холостяка. Он в прямом смысле слова живет на работе. Но надолго ли это? Алиса, когда ковид закончится?
Тут в 2 словах не рассказать. У людей же очень много, например, кто-то с чем-то увлекается или что-то еще. А мне вот путешествовать, пока есть возможность, молодость, я уж хочу, например, такие эти посмотреть. А посмотреть, я вам скажу, в России вообще очень много мест. Меня зовут Инна, мне 31 год, я врач, и я люблю свою профессию. В Альметьевске раннее утро. Альметьевский госпиталь еще только просыпается. Врач-терапевт Инна Гамыдова к этому времени уже заканчивает свой 14-й час работы. А впереди еще 2 как минимум. Она получила свой диплом врача только в этом году. Но в госпиталь она пришла еще на заре эпидемии. И если кто-то и может назвать ее молодым специалистом, то это не мы. Последние 2 недели я работаю без выходных. Мы заходим в зону, бывает, что на 1,5 сутки. Вот, 1,5 сутки, потом после 5 часов освобождаемся вечером, приходим домой и, как говорят, что завтра снова новый день. Вот. И так, и суббота, и воскресенье. Бывает такое, что в воскресенье дают выходной день, но могут вызвать любую минуту, чтобы заняться выпиской, потому что мест может не хватить пациентам. Нехватка, острая нехватка врачей. Хотя мы должны вести 12-15. У нас по 30, по 35 на каждого. Это вот постоянно только общение не так, как с родственниками дома, а как вот с больными. Ты знаешь про них все. В это непростое время у нас просто нет выходных, нет праздников и нет семьи. Вначале, конечно, было очень тяжело столкнуться с этой инфекцией, потому что было страшно. Было страшно то, что ты можешь не выйти отсюда или заразить своих родных дома, окружающих. И было страшно даже за пациентов, потому что не знали, как эта инфекция поведет себя. Но сейчас, мне кажется, мы уже уже научились с этой инфекцией бороться. И как можем, так и помогаем и стараемся каждому пациенту найти свой подход, успокоить. Профессионалы, универсалы, да это прям, я не знаю, это вот от Бога действительно. Настолько все нас любезные, настолько терпеливые. Я что все слышу, я что в 3-ю неделю. Говорят, и у них на всех терпение. Многие с благодарностью уходят от нас. Потом еще созваниваемся, чтобы продолжать с ними общение, как дела, как дальше курировать. Моя лечащая врач, при таком КТ, спасибо всем огромное. Когда мне было очень плохо, она ко мне подошла и говорит: вы хорошая, вы выживете. Спасибо вам огромное, что вы спасли женщин при КТ поражении легких 98%. 98%. Мне было очень... Я же говорю, я задыхалась, мне было очень тяжело дышать. Мне казалось, что у меня легкие превратились в стекло. Моя лечащая врач Инна Ильясовна, она мне спасла жизнь. Все, не переживайте. И многие не верят, что это существует до тех пор, пока кто-то из близких не столкнется с этой инфекцией, либо они сами, когда впадают и говорят: я до сих пор не верил или не верила, что это все есть. Оказывается, это существует. И мне кажется, мы справимся с этим, когда уже весь мир поймет, все граждане будут осознанно к этой проблеме относиться, что инфекция на самом деле существует. Мы тоже такие же люди, но все даже очень близко воспринимаем к сердцу, хотя многие вообще этого не замечают. Уже устали все, но еще двигаемся вперед.
Я работаю на 9 этаже отделения сосудистой хирургии. Я уже, например, поднялся до 9 этажа и не хотел на этом останавливаться. 23 июня я покорил Эльбрус. У каждого из нас своя вершина. Они выбирают лишь те, что, кажется, находятся за пределами человеческих возможностей. Флаг 7-й Казанской горбольницы побывал в этом году на самой высокой точке Европы – горе Эльбрус. Его доставил туда невидимый для многих герой, медбрат инфекционного госпиталя Искандер Нурмиев. Еще один подвиг, не первый и не последний. Когда я поднимался на Эльбрус, наверное, никто не верил. Этот худой мальчик просто с рюкзаком не то, что не поднимется или что-то еще. Я же еще говорю, я просто не доказываю никому, что, например, я это смог или что-то еще. Я доказал себе, что я смог подняться. Еще раз хочу сказать огромную благодарность всем медицинской работе, которые трудятся в такой трудный период времени. Мы еще не знаем, когда будет вообще пик, когда мы, например, дойдем до высоты, как на Эльбрусе. И не знаем, когда, например, пойдет спад. Поэтому терпение всем коллегам, хочу сказать, и силу. Мы не знаем, сколько будет длиться это восхождение. Не знаем, дойдут ли они все до этой вершины. Не откроется ли за ней вершина новая, еще невидимая, еще более заоблачная. В одном мы можем быть уверены. Никто из них не свернет с пути и не бросит ни своих коллег, ни нас с вами. Многим из нас еще только предстоит это восхождение. Верим мы в это или нет, и нам есть с кем идти. Они нас не бросят. Просто на Эльбрусе есть, например, понятие приюта, ты где, на специальных высотах, где ты живешь. И ковид тоже так же. Например, до какой-то высоты, до какого-то периода дойдет затишье, как будто перед бурей. А потом все и опять. И так идет и идет. Конца и края нет. Все в гору, а на спад не идет. При выхождении в гору, на самом деле же кислорода все меньше и меньше становится. И мне кажется, уже такой период у медиков, что эмоциональное выгорание происходит. Мы уже сколько гор этих обошли. Я думаю, последняя вершина – это будет просто этап победы. И все это закончится благополучно. Но я думаю, что все врачи пойдут до конца. Мы не можем просто их бросить на произвол судьбы. Уже устали все, но еще двигаемся вперед. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней.